Всем привет, это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю о новостях Словении простым понятным языком. Часто пользуюсь услугами лоукостера Ryanair и не могла пройти мимо этой новости. В пятницу самолет Ryanair взлетел из Греции и Салоников по направлению в немецкий город Меммингем. Примерно после 30 минут полета в двигателе произошла серьезная неисправность. От двигателя отлетела деталь и ударилась о стекло иллюминатора. Стекло разбилось и произошла разгерметизация салона. 61-летнего сербского гражданина, который сидел у окна, моментально засосало в иллюминатор. Можно сказать, он своим телом спасал весь самолет. К счастью, мужчина был пристегнут, а рядом находилась верная жена, которая удерживала за ноги своего мужа все время, пока самолет пытался вернуться в аэропорт. К счастью, мужчина выжил, но получил сильное обморожение. Интересно, мужчине вернут деньги за билет? Или наоборот, ему придется доплатить за место у окна с невероятным видом? А в сербских новостях, наверное, рассказывают, как героически соотечественник бросился затыкать своим телом разбившийся иллюминатор для спасения других пассажиров. Хотя, может, оно так и было. В центре Любляны прошла акция, участники которой выступили с требованием ремиграции. Вернуть всех мигрантов в страны их происхождения. В шествии приняли участие несколько десятков человек. Они собрались на площади Пришерна, размахивали славянскими флагами, а также желтыми флагами с изображением какого-то черного животного. Били в барабаны, зажигали фаеры и скандировали лозунг «Ремиграция». Похоже, пора собирать чемоданы. А если вы хотите переехать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. В Словении произошла полицейская погоня длиною через всю страну. 37-летний пьяный водитель из Марибора после конфликта и дебоша решил скрыться. Полицейские погнались за ним. И по классике жанра водитель сначала остановился, а затем резко ускорился. Его скорость моментами достигала более 200 км в час. На его пути полицейским удалось кинуть шипы. Несмотря на то, что шипы проткнули ему колеса, водителя это не остановило. Поймать его удалось лишь на морском побережье в городе Копер. Но и там мужчина не сдался без боя. Он попытался скрыться через оцепление полицейских, сдав назад и протаранив полицейскую машину. Интересно, сколько штрафных точек ему начислят? После задержания мужчина отказался сдавать тест на алкоголь и медицинское обследование. Погоня длиной от Марибора до Копра стала одним из самых опасных дорожных инцидентов в Словении в этом году. В Словении ожидается рекордное повышение цен на дизельное топливо. В первую очередь это связано с решением России полностью запретить экспорт дизельного топлива и тем самым сократить дефицит в своей стране. Но пока очередей на словенских заправках не ожидается, хотя все может быть. Полиция предупреждает, на улицах Любляны стало заметно больше попрошаек. Особенно часто их можно встретить в центре города, у главных достопримечательностей, у торговых комплексов и вокзала. На фоне этого возникает вопрос, действуют ли эти люди самостоятельно или за ними стоят организованные группы. Полиция проверяет информацию о возможной эксплуатации людей. Важно знать, особенно мигрантам, само попрошайничество не является преступлением. Просто просить деньги не запрещено. А вот вымогать, угрожать или эксплуатировать других людей, и особенно детей, в Словении запрещено. Недавно мы вернулись из Сербии, и меня просто поразило, что по улицам ходят женщины на руках с грудными детьми и попрошайничают. А эти младенцы удивительно спокойно при 40-градусной жаре спят на руках у этих женщин. Полиция Сербии абсолютно никак не реагирует. Слава богу, в Словении пока такого нет и, надеюсь, не будет. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет от плюс 18 до плюс 32. Облачно с прояснениями, без осадков. Спасибо, Алиса. Хорошее слово. Люблю, когда мне его говорят. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!
Отличный финал.